Здравствуйте! В эфире программа новостей на телеканале Кукмар ТВ. В студии Адиля Шакирова. Вместе с моими коллегами я расскажу о самых интересных событиях прошедшей недели. А теперь коротко о главном. На страже порядка. Мы обходим семьи в основном, которые состоят на профучете. Как Алексей Трошев стал участковым. Проверить свои знания родного языка. Приходится вспоминать как раз уже то, что мы учили в школе. Жители Кукмарского района присоединились к акции «Татарча диктант». Творим вместе. Когда дети участвуют непосредственно сами, это великое дело. Как волонтеры помогают особенным детям создавать поделки. Чтение объединяет. Kirabet bağlar көбірек üzerine matur edebiyatını okuylar, Rus edebiyatını okuylar. В деревне Трыш прошло мероприятие, посвященное Году семьи. К зиме готовы. Как идет подготовка дорожных служб к борьбе со снегом. Теперь не местный театр, а народный. Каких успехов достиг местный театр «Хыял» села Вахитова? Универсальные солдаты, так говорят об участковых уполномоченных. Эти люди взаимодействуют со всеми подразделениями полиции, ведут прием граждан, осуществляют регулярные обходы, в числе первых приезжают на серьезные преступления. Об интересной профессии расскажем далее. Когда устраивался, полюбил эту профессию, поэтому ни капельки не сожалею. Утро у участкового начинается в отделе МВД. После короткого доклада начальнику работа в кабинете. Но не с бумагами, с людьми. За каждым заявлением различные обстоятельства, курьезы. У кого-то соседи шумные, кто-то затеял ремонт в вечернее время, собака громко лает. Важно, чтобы мелкая ссора не стала причиной преступления. Эта работа, конечно же, непростая с участковых. Многие не выдерживают, молодые особенно приходят и уходят. Ну, это, наверное, больше надо привыкать к этой службе. Какое-то должно быть стремление, помощь, оказание помощи. Алексей Трошев работает участковым уже 16 лет. Иногда приходится общаться с десятками человек за сутки. Предугадать, во сколько закончится рабочий день, невозможно. У Алексея большой участок. Первым делом он посещает квартиры, которые находятся на особом контроле. Неблагополучные семьи в основном. Это связанные с детьми, которые ненадлежащие воспитывают своих детей. Это те, кто, так сказать, семейные дебоширы, правонарушители в сфере семейно-бытовых отношений. Если там ругаются между собой, дерутся. В последнее время участковый все чаще сталкивается с обращениями граждан, ставших жертвами мошенников. Чтобы снизить количество таких случаев, Алексей регулярно проводит профилактические рейды по своему участку. Мы никогда не столкнулись. Сталкивались, чтоб не сталкивались. Чтоб вдруг, если случится, да, такое, вот здесь вот брошюра, как правильно действовать надо. Yat номердан алмаймын вообще. Исемсіз yat номерлар. Незнакомые номера вообще не беру. Про мошенников наслышаны. Читаем в интернете, по телевизору показывают. Участковые не просто сотрудники полиции, а активные участники жизни сообщества. Их работа требует высокой квалификации, умений в сфере коммуникации и понимания людской психологии. Адиля Шакирова, Марат Сабирзянов. Новости Кукмара. Депутат Государственной Думы Анатолий Иванов провел открытый диалог с жителями района, посвященный вопросам финансовой грамотности. В ходе встречи депутат обсудил важность финансовой грамотности в современном мире. Он также подчеркнул, что умение управлять личными деньгами, планировать бюджет и инвестировать – это ключевые навыки, которые помогут людям улучшить свое финансовое положение. Жители Кукмарского района присоединились к общереспубликанской акции «Татарча йос», которая прошла в рамках популяризации татарского языка и литературы. Мероприятие собрало множество желающих проверить свои знания родного языка и поддержать инициативу по его сохранению и развитию. Как справились участники акции с написанием диктанта, узнала наша съемочная команда. Диктант язу үшін ең бірінші татар тілінің пунктуациясын білуді керек әлі.
Проверить свои знания родного языка и поддержать инициативу по его сохранению и развитию смогли участники ежегодной республиканской акции «Татарча Йоз». В этом году среди участников были учителя и ученики, члены общественной организации Кукмурского района татарских женщин «Ок-Колфак», а также творческие деятели. Я считаю, что такие диктанты обязательно нужны как для взрослых, так и для наших детей. Все-таки надо работать над тем, чтобы наш язык развивался, чтобы он оставался, и чтобы мы как-то не забывали свои корни. Цель нашего участия заключается в том, чтобы проверить наши знания, а также показать молодому поколению, как важно и нужно сохранять свой родной язык. Харис Мустафин уже не первый раз становится участником этой акции. Говорит, что подобные мероприятия способствуют улучшению грамотности. Иногда даже объявления печатают с ошибками. Вот им тоже не помешали бы такие мероприятия. Сейчас и на татарском, и на русском языках пишут. А если в слове ошибиться даже на одну букву, то весь смысл предложения может поменяться. Лейсан Гелимуллина – учитель татарского языка и литературы. Она уже около 8 лет читает диктант участникам. Говорит, что тексты каждый год приходят разные и по сложности тоже отличаются. Текст Шариф Камалның Матур туганда романы буенча В этом году участники писали отрывок из романа Шарифа Камала «Матур туганда». Я бы не сказала, что текст был легким. Сама перечитывала его около 7-8 раз, чтобы вникнуть в суть. Сложные слова есть, но я уверена, что участники справятся. После напряженной работы все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, организованных членами общественной организации Кукмурского района татарских женщин «Ок-Колфак». Адиля Шакирова, Марат Сибирзянов. Новости Кукмара. В реабилитационном центре «Милосердие» состоялся мастер-класс по изготовлению открытки в стиле матрешки, который собрал ребят из центра и неравнодушных волонтеров. Это мероприятие стало настоящим праздником творчества и дружбы, где каждый смог проявить свои художественные способности и создать уникальные открытки. Русская матрешка. Это тоже узнаваемый бренд, что за границей, что у нас в России. Узнать историю создания русской матрешки, а также освоить основную технику работы с бумагой и ножницами. Ребята вместе с волонтерами смогли создать уникальную открытку, которая станет отличным подарком для близких. Главная цель мастер-класса – это не только развитие творческих способностей, но и возможность выразить свои эмоции через искусство. А также это способствует развитию социальных навыков. Ребята учатся работать в команде, учатся помогать друг другу и также выражают свои идеи. Мастер-класс особенно дети любят, потому что они делают это руками, пытаясь использовать, работает мелкая моторика. А в мастер-классы, которые проводим мы, им помогают волонтеры, потому что, к сожалению, некоторые дети с трудом работают пальчиками. Волонтеры не первый раз помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Они отметили, что любят проводить такие мастер-классы. Каждому человеку нужен отдельный подход. И надо просто его найти довольно легко, мне кажется. Мама Данила говорит, что такие мастер-классы стали не только возможностью научиться чему-то новому. Для ее сына это также прекрасный способ провести время с единомышленниками. Они чувствуют, что внимание им больше нужно. Вообще таким детям особое внимание нужно. Они больше привязаны к людям, не как обычные дети. Поэтому им это важно. Реабилитационный центр «Милосердие» продолжает активно сотрудничать с волонтерами, организуя подобные мастер-классы и другие мероприятия, направленные на социализацию своих подопечных. Адиля Шакирова, Алмаз Ярмиев, Марат Сибирзянов. Новости Кукмара. Семья – величайшая ценность. В местной библиотеке деревни Трэш состоялось мероприятие, посвященное Году семьи. На данном мероприятии собрались жители деревни, которые увлечены чтением книг. Какую роль играют книги в жизни местных жителей, узнавала наша съемочная команда. Өлкәм буын күбрәк укый. Мин аларның өйләренә күбрәк китап бирәм инде. Монда чыгалганнары монда килеп алалар китапны. Бик яратып укый торган гаиләләр күп. В библиотеке деревни Трэш хранится более 7000 экземпляров книг. Это не считая газет и журналов. Здесь работает опытный библиотекарь Рузиля Тухватуллина. Она говорит, что жители приходят сюда не только почитать, но и посмотреть, а также поучаствовать на различных мероприятиях. Например, в этом году праздничные встречи, посвященные Году семьи, проходят уже не первый раз.
Все семьи, которых мы пригласили на сегодняшнее событие, являются частыми гостями нашей библиотеки. Все они дружные, достойно воспитывают своих детей, внуков. Семья Набиевых вместе уже более 40 лет. Они выбрали для себя жизнь в сельской местности. Оба работали в колхозе. Вместе вырастили и воспитали 3 детей. Секрет семейного счастья они не скрывают. Самое важное качество – терпение. В жизни бывают разные ситуации, поэтому важно прислушиваться друг к другу, в некоторых моментах уступать. Любителей почитать в деревне трэш много. Почти всегда они приходят в свободное время за книгами. Также часто участвуют в конкурсах с детьми. В библиотеку стараемся ходить часто и живем недалеко. Также любим конкурсы. В этом году принимали участие с детьми в конкурсе рисунков. Очень любим ходить в библиотеку. Еще много выписываем газет и журналов. Постоянно спрашиваем у библиотекаря, какие новые книги привезли. Для приглашенных гостей была подготовлена развлекательная программа. Также были вручены памятные подарки семьям, которые любят читать книги. Адиля Шакирова, Милеша Хазиева, Марат Циберзянов. Новости Кукмара. В Кукмарской организации «Чистый город» решаются дорожные вопросы. Еще пару недель и у дорожников начнется горячая пора. Для этого заранее готовится спецтехника и график патрулирования. Готовы ли дорожные службы к борьбе со снегом, узнавала наша съемочная команда. С приближением зимнего сезона, когда снег начинает покрывать улицы, организация «Чистый город» готовится к важному этапу обслуживания и ремонта своей специальной техники. Механики проводят диагностику и обслуживание машины, чтобы гарантировать их бесперебойную работу в зимний период. Ремонт включает в себя как мелкие работы, такие как замена свечей зажигания и фильтров, так и капитальный ремонт машин, которые служат городу уже не первый сезон. Всего у нас 24 единицы техники. 19 из них предназначены для работы в зимний период. В основном чистим улицы города. Иногда выезжаем в ближайшие села, такие как Манзарас и Большой Кукмар. А если гололедица, и в другие участки ездим. Рамиль Галякимов около 11 лет работает водителем в этой организации. Говорит, что без дела сидеть не приходится. Работы здесь хватает на круглый год. На сегодняшний день смотрим за состоянием колес. Готовим к зимнему сезону, смазываем маслом. Для уборки и очистки около 120 километров дорог городской дорожной сети, 125 улиц, площадок, стоянок и автобусных остановок организации «Чистый город» заготовлено более 1000 тонн песчано-солевой смеси. А следить за состоянием дорог в организации будут в круглосуточном режиме. Адиля Шакирова, Алмаз Ярмиев, Марат Циберзянов. Новости Кукмара. В селе Вахитов с 2015 года успешно функционирует местный театр «Хаял», который за время своего существования стал важной частью культурной жизни района. В этом году театру было присвоено звание народного, что стало значимым событием для всей труппы и любителей искусства. Новый дом культуры в селе Вахитово работает с 2013 года. За это время было открыто немало объединений. На сегодняшний день у нас работают 19 объединений. Это и спортивный клуб, где старшее поколение ходит по-скандинавски, также кружок «Умелые ручки» и многое другое. Всего посещает 225 взрослых и детей. Самой старшей участнице 77 лет. В Доме культуры работают 4 специалиста. Один из них Шамиль Шафигуллин. Он руководитель местного театра. Говорит, что в спектаклях участвуют не только работники Дома культуры, но и местные жители. Собираемся на репетиции 2 раза в неделю. Спектакль от начала до конца в среднем готовим в течение 1,5-2 месяцев, а уже оценку нам ставит зритель. Затем выезжаем с гастролями в другие деревни и села. В этом году театру «Хаял» присвоили звание народного самодеятельного коллектива. Это результат большого труда актеров. Сейчас труппа занята постановкой нового спектакля. Он совместил в себе 2 жанра.
Это драма и комедия. Историю героев данного спектакля, которую мы сейчас готовим, можно встретить и в реальной жизни. Поэтому я думаю, что для зрителей она будет интересна и полезна. С этим спектаклем театр Хаял в этом году будет участвовать в районном конкурсе. А это значит, что коллектив уверенно движется к новым творческим вершинам. Адиля Шакирова, Милёша Хазиева, Марат Циберзянов. Новости Кукмара. Вы смотрели выпуск новостей на телеканале Кукмар ТВ. В студии работала Адиля Шакирова. Далее вас ожидают новости на татарском языке. Берегите себя и до свидания.